Да господи. Вова Настин муж теперь в Телеграме. Ира Книжки теперь в Телеграме. Марина Рынок теперь в Телеграме. Даже Елизавета Семеновна из ЖКХ и то в Телеграме. Какое-то нашествие. Мы уже снимаем? Извините, друзья, увлекся. Тут случилось великое переселение народа. Беженцы из Инстаграма и Фейсбука заселяются в эти наши телеграммы и только успевай получать сообщения. Причем, что интересно, первыми кинулись переселяться вовсе не гламурные кисы и блогеры-миллионники, а чиновники. Потому что по регионам пошла разнарядка о недопустимости присутствия официальных лиц Российской Федерации во враждебных сетях, особенно тех, что созданы Мета, богопротивной компанией Цукерберга. И случился исход. Министры, мэры, депутаты принялись оставлять прощальные записи в своих аккаунтах и уходить в закат. Что интересно, WhatsApp со своего телефона ни один якутский чиновник при этом не удалил, хотя это все та же Мета. Политика компании Мета знаменует собой крайне агрессивное и некорректное отношение к мирному народу России и его защитникам. Позиция социальных сетей Facebook и Instagram провоцирует разжигание ненависти по отношению к нашей стране. В связи с этим вести аккаунты в этих социальных сетях больше не представляется возможным. Вместе с тем, социальные сети остаются важным каналом связи. Прямое общение с жителями очень важно, поэтому моими социальными сетями остаются ВКонтакте, Одноклассники и Telegram. Справедливости ради отмечу, что глава Якутии Айсен Николаев аккаунт в Телеграме завел еще до великого переселения народов и даже его заполнял. Подчеркну, не вел. Это подразумевает наличие интересного, а желательно и полезного контента, какой-то обдуманной информационной политики, личной позиции, а следовательно и личного присутствия. А именно заполнял. Основной контент телеграм-канала первого лица Якутии – это посты, которые вы сейчас увидите, в духе фотография и короткое сообщение. Я, красивый в костюме, провел такое-то совещание. И все. Почему это не пустые придирки и почему я обращаю ваше внимание на этот момент? Смотрите. Формально суть присутствия чиновников в социальных сетях заключается в том, чтобы мы с вами знали, чем они занимаются, как принимают решения и как реагируют на резонансные ситуации. Проблема в том, что сами чиновники эту самую суть не уловили, и они ведут свои аккаунты как гламурные кисы из закрытого Инстаграма. То есть постят свои фоточки и указывают, где эти фоточки были сделаны. Только вот кисы постят фото в купальничках с оттопыренными попами, а чиновники в костюмах и спрятав зады под столом. В остальном уровень соответствующий. Если смотреть на ценность таких сообщений с точки зрения информирования населения, это практически белый шум. То есть то бессмысленное шипение, которое издает ваш телевизор, когда прерывается трансляция. Выложенная информация не несет практически никакой смысловой нагрузки или минимальную нагрузку. Она не отвечает ни на один вопрос, не сообщает никаких полезных сведений. Это просто короткое сообщение о том, что прошло такое-то мероприятие. Какие решения были приняты, какие меры выработаны, когда эти меры будут введены, кто закреплен в качестве ответственного лица, тупо, чтобы знать, с кем работать отраслевикам. Какая информация была озвучена? Ничего. Так много вопросов и так мало ответов. Впрочем, всегда есть исключения. У мэра Якутска Евгения Григорьева, к примеру, в аккаунтах с конкретикой чуть получше. Он даже анонсировал недавно кое-какие меры по улучшению ситуации в столице республики в связи с последними событиями. И сразу стало ясно, что Евгений Николаевич заканчивал правильные университеты. Что? При чем тут Бауманка? Я говорю про университеты жизни. Евгений Николаевич учился у выдающихся преподавателей. У Сарданы Владимировны Авксентьевой, благодаря которой получил путевку в большую политику и научился вовремя сдавать союзников. В руководстве мэрии сегодня практически не осталось людей, с которыми он год назад пришел к власти. У Айсена Сергеевича Николаева, без административного ресурса которого никогда бы не выиграл выборы. И, конечно, у первых лиц нашей страны. Вот что делает власть в России, когда сталкивается с отпором, бедой или вызовом? Согласно устойчивому народному мнению, она принимается бомбить Воронеж, то бишь лупить по своим гражданам. Вот и Евгений Григорьев в полном соответствии с этой стратегией, которая еще ни разу не подводила, начал лупить по своим. Документ об антикризисных мерах подразумевает значительное сокращение расходов, в том числе направленных на содержание окружной администрации. Как говорится, в трудной ситуации нужно начинать с себя. Мера вынужденная, думаю, коллеги с пониманием отнесутся к этому документу. Как бы ни складывалась геополитическая ситуация, мы должны исполнять свои муниципальные обязательства перед горожанами. Бомбардировка Воронежа по Якутски свелась к тому, что работников администрации города Якутска лишили премий. Им ограничили командировки, запретили делать ремонты у себя в кабинетах и покупать новую офисную мебель. Эту информацию распространили максимально широко, потому что хороший ученик Евгений Григорьев твердо выучил урок Сарданы Владимировны Авксентьевой. А урок гласит: простой народ с энтузиазмом встречает любое ущемление чиновников, даже если это клерки средней руки. А вот что не стали особо афишировать, так это, например, урезание расходов на оплату отпуска и проезда к местам отдыха с детьми, полагающиеся городским бюджетникам, как жителям Крайнего Севера. Или, например, приостановку запланированного повышения ФОТ, фонда оплаты труда, для работников бюджетных учреждений. Правильно, ведь все сейчас дорожает: продукты, товары первой необходимости, бытовая техника, но бюджетники должны затянуть пояса и перетерпеть.
Так что вы понимали, работники мэрии, про которых всем все рассказали, это всего 275 человек. Работники муниципальных учреждений, городские бюджетники, это 12 250 человек. Про них рассказывать не стали. Здравствуйте все российские люди, я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет. Добавлю, что в числе прочих антикризисных мер заявлено также сокращение расходов на общегородские мероприятия. При этом город Якутск не планирует отказываться от проведения самого масштабного и самого дорогого общегородского мероприятия – от Эсеха Туймада, который проходит в местности Усхатын. Причем празднику не помешают ни антикризисные меры, ни конфликт на Украине, ни финансовая санкционная война с Западом, ни даже этот, как его, ну такой в виде шарика. Но еще все его боялись. Маски там носили, руки мыли по 10 раз в день, в спортзал не попадали. Как же? Оксимирон, то есть омикрон, он же коронавирус. Коронавирус вообще больше не актуален. Власти решили не только поснимать все пандемийные ограничения, но и даже перестать ежедневно докладывать о своих победах над этой заразой. Сегодня принято решение о том, что формат брифинга оперативного штаба по коронавирусу переходит в очный формат только в случае экстренной информации, которую необходимо донести в срочном порядке. Вся информация будет предоставляться на официальных сайтах органов государственной власти. К слову, я никого не хочу пугать, но снятие коронавирусных ограничений не только в Якутии, но и в Центральной России, в Москве Сергей Собянин даже масочный режим уже отменил, совпало по времени с сильнейшей вспышкой заболеваемости в Китае и Южной Корее. Тамошние СМИ пишут о новой мутации, о некоем штампе стелс-омикрон, распространение которого идет, цитирую, еще стремительнее, чем у обычного омикрона. Но кого интересует сегодня ковид? С февраля эта заболеваемость практически вылечена Владимиром Путиным, причем сразу у всего мира. А помните, как было раньше? Это же всего лишь простуда. Чего переполошились? Говорит полиция. В этом здании был обнаружен неизвестный патоген. Куда больше всевозможных омикронов, дельт, стелсов население беспокоит наличие запасов сахара и соли у себя на кухне. Пережившие нищету, перестройки, лихие 90-е, дефолт 98 года, кризис 2008 года, его ремейки в 2010-2012, обрушение рубля в 2014 граждане России, конечно, честно слушают успокаивающие речи патриотичных чиновников, но одним ухом. А вторым они ловят информацию о том, на каких оптовках и по каким ценам еще есть сахар-песок. Хотя сейчас, возможно, актуальнее закупаться не сахаром, а папперсами и прокладками, а то Procter & Gamble тоже козу строит. Впрочем, официально все хорошо. Ну, или все будет хорошо. Очень скоро. Все под контролем. Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами. К большому сожалению, слова Виктории Валерьевны недостаточно громко транслировались из всех телевизоров и утюгов, поэтому многие россияне, включая жителей Якутии, их просто не услышали. Посему, вместо того, чтобы спокойно сидеть дома и ждать тот же сахар из дружественных стран, они бегут в магазины и устраивают там натуральный Mortal Kombat за сладкую смерть. Ну, как-то вот так. Кадры, которые сейчас пойдут дальше, были сняты в магазине сети «Перекресток». Господи помилуй, смотрите, за сахар дерутся люди. Это ужас какой, Господи помилуй. Господи, война, ничего. О драках за сахар в отдельно взятом городе Якутске пока ничего не сообщается. Но местные предприниматели рассказывают, что граждане обращаются к ним с интересными предложениями о, скажем так, продовольственных инвестициях. Звучат они так. А давайте мы вам сейчас заплатим за морковку и картошку, а осенью, когда вы соберете урожай, заберем. Но чур по этим ценам, без доплат. И если подумать в самом деле, какие банковские депозиты, какое золото, какой доллар, какая скупка бытовой техники. Если санкции окажутся столь серьезные и масштабные, как об этом пишут и рассказывают в медиа, то более надежного вложения, чем в мешок картофана, просто трудно представить. О предложении таких инвестиций рассказал известный якутский фермер Артур М. Люди просят, чтобы мы заключили фьючерские договора на овощи. То есть некоторые хотят оплатить сейчас за осенние овощи по фиксированной цене. Допустим, картофель по 80 рублей за килограмм, капуста по 60, морковь, свекла по 100. Готовы сейчас заключить договор и оплатить с получением продукции, допустим, осенью с 5-10 сентября в течение месяца? Артур М. также обратился к правительству республики с предложением прокредитовать местных фермеров по фиксированной цене, чтобы, цитирую, «сдержать инфляцию осенью».
Власть на это предложение пока не ответила, но кое-какие меры к тем, кто снабжает население Якутска и Якутии продуктами, уже принимает. Правда, это не совсем меры поддержки. Вернее, совсем-совсем не меры поддержки. Смотрите, одного из крупных предпринимателей, владельца компании «Мясной двор» Аяла Макарова, члена Координационного совета по предпринимательству при главе Якутска, чуть не штурмом взяли в собственном доме вместе с женой и сыном. Параллельно силовики произвели обыски на его предприятиях, забрали документы, изъяли часть имущества, перепугали сотрудников, персонал, посеяли панику в городе. А потом просто отпустили. Ошибка вышла. Хотели нарыть компромат одного крупного чиновника, но не нашли то, что искали. Какого черта? Простите, это Pacific Coast Highway 1014, что? Pacific Coast Highway 1014? Да нет, это Pacific Coast Highway 814, 1014 за 2 квартала отсюда. Извините. Уловили, да, уровень гражданской ответственности наших правоохранительных органов? Отрабатывая наводку, как казалось, ложную, они вместо того, чтобы цивилизованно вызвать человека повесткой и должным образом его опросить или даже допросить, ухитрились едва не парализовать работу крупной сети магазинов «Мясной двор». В разгар, если не кризиса на продовольственном рынке, то больших страхов по поводу того, что такой кризис в Якутске может случиться. И речь идет о сети, которая на минуточку перерабатывает в месяц для населения по 100 тонн говядины и 20 тонн свинины. Сети, выпускающей 200 наименований мясных полуфабрикатов, продукцию которой покупает до 15 тысяч человек. Впрочем, когда получаешь паёк, видимо, о проблемах других граждан думать некогда. Кстати, опять же, никто не будет в обиде. Вот как прокомментировал случившееся в газете «Якутской черни» сам предприниматель Макаров. Рано утром через мой забор перелазили незнакомые люди. Оказалось, что это полицейские. Они сказали, что у них имеются основания для моего задержания. Вместе со мной были задержаны мои супруга и сын. Меня подозревали, что я давал взятку бывшему заместителю министра сельского хозяйства республики Василию Афанасьеву. Но деньги я давал ему в долг. Он со мной давно расплатился. Параллельно в моем мясоперерабатывающем цеху и в 2 офисах прошли обыски. Были изъяты компьютеры, документация, но уже все частично возвращено. Полицейские сказали, что на этой неделе мне вернут оставшуюся часть имущества. Сотрудники правоохранительных органов очень напугали моих сотрудников. Но обиды никакой нет. Я их в чем-то даже понимаю. Это такая работа у них. И впрямь, чего уж обижаться-то? Ну, перелезли через забор в 7 утра, ну, забрали как преступника, ну, повязали заодно жену и сына, ну, переполошили трудовой коллектив, ну, подхлестнули тревожное настроение в бизнес-сообществе, ну, напугали жителей города. Такая работа. Главное, чтобы об штатив никого не стукнули и чтобы швабру не использовали. В то времена, сами знаете, нынче какие. Всякое может случиться, особенно если не думаешь. С каждым защитным комплектом идет вот такая замечательная и запасная голова. В случае, если основная выходит из строя, ее можно быстро заменить и продолжить выполнение операции. В общем, очень бы хотелось, чтобы наши власти, и я сейчас говорю обо всех, о силовиках, о прокурорах, о судьях, о гражданских чиновниках, при исполнении своих обязанностей использовали не запасную, а основную голову. И обращали внимание не только на установки начальства, спущенные сверху, но и на последствия, к которым ведут их действия и слова. Дров сегодня наломать можно запросто. А как повернется ситуация уже через 3 месяца, никто предсказать не возьмется. Меня зовут Виталий Обедин, вы смотрели передачу «Говорящие головы» о словах, высказываниях и о том, что за ними стоит. Увидимся, хотел сказать, на следующей неделе, но в последнее время не удается делать выпуски без больших перерывов. Поэтому увидимся так скоро, как получится. Берегите себя. И не деритесь из-за сахара. Сахар-то точно будет. Настоящая проблема в нехватке масла. Ну, говорят же, он умный, в голове масла много. В России вот с этим явно не